Слово для выступления предоставляется представителям Государственного комитета национальной безопасности. Бишимбаеву, да, Ханату Тухтурбекович. Пожалуйста. Уважаемые члены Конституционного суда, уважаемые представители, участники заседания. Государственный комитет национальной безопасности по ходатайству адвоката Мамедказиева о проверке соответствия норм статей закона Кыргызской Республики об амнистии и Уголовного кодекса, статьи 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики сообщает так. Часть 1 статьи 10 закона Кыргызской Республики об амнистии и в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека устанавливает момент вступления закона в силу и срок его исполнения, не изменяя уголовно-правовой оценки деяний и не вводя новых оснований уголовной ответственности. Указание на 6-месячный срок исполнения направлено на обеспечение правовой определенности и своевременной реализации акта амнистии государственными органами, но не ограничивает само право лица на применение амнистии после. Данная норма не лишает закона обратной силы и не противоречит части 1 статьи 60 Конституции Кыргызской Республики, поскольку не ухудшает правовое положение лиц, совершивших преступления до вступления закона в силу. В части статьи 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики данной нормой регулируются вопросы освобождения от уголовной ответственности и наказания в рамках действующего уголовного законодательства и применяется в системной связи с актами амнистии. По своему содержанию указанная статья направлена на реализацию принципов гуманизма и справедливости и не вступает в противоречие с частью 1 статьи 60 Конституции Кыргызской Республики, поскольку допускает освобождение лица от уголовно-правовых последствий при наличии предусмотренных законом оснований. Так. В части 1 и 2 статьи 6 Конституции Республики следует отметить, что ни часть 1 статьи 10 закона Кыргызской Республики об амнистии, ни статья 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики не противоречат Конституции и иным нормативно-правовым актам, имеющим более высокую юридическую силу. Указанные нормы, принятые в пределах компетенции законодателя, согласуются с положениями Уголовного кодекса Кыргызской Республики и не нарушают принцип иерархии нормативно-правовых актов. Так. Соответственно, по вашему случаю акт амнистии в отношении вашего подзащитного может быть применен после истечения указанных сроков 6 месяцев. Так как неприменение акта амнистии в отношении вашего подзащитного не было произведено по независимым от вас и вашего подзащитного обстоятельствам. Так. Следует отметить, что вообще правомерность отказа суда в применении акта амнистии в отношении ваших подзащитных должна была быть предметом рассмотрения вышестоящими судами, но никак не Конституционного суда, так, для сведения. Подытоживая, ГКМБ считает, что оспариваемые нормы статей не противоречат положениям Конституции Кыргызской Республики. И, соответственно, ходатайство адвоката Мамедказиева подлежит оставлению без удовлетворения. Все, да? У меня все. Адлет Рузбекович, у вас есть вопросы к представителю ГКНБ? Не имеется вопросов. Айдар Хасмалевич. Нет вопросов. Уважаемые судьи, есть вопросы у вас? Присаживайтесь. Второй представитель ГКНБ, вы будете выступать? Да? Все хорошо.